Добрый день! Мы начинаем наш вебинар. Уважаемые участники, кто уже в эфире, пожалуйста, напишите, как меня слышно, видно. Меня зовут Евгения Григорьева, я практикующий психолог, и сегодня мы с вами будем разговаривать на одну из важнейших тем воспитания детей. Это тема личных границ, эта тема нам интересна и самим, как личностям, как людям взрослым. Да, вижу, что вы отмечаете, спасибо. И эта тема, безусловно, очень важна для нас как родителей, потому что мы не только должны сами соблюдать и беречь свои личные границы, но еще обучить этому наших детей и с ними быть в адекватных отношениях в плане границ. Наш вебинар организован в рамках работы Республиканского консультационного центра, в рамках реализации мероприятий просветительского проекта «Академия будущих родителей». В случае, если вам потребуется индивидуальная персональная консультация по телефонам, которые вы видите на экране, вы можете записаться на консультацию к специалистам, в том числе и ко мне. Для вас консультации будут бесплатными. Сегодня мы с вами обсудим ряд важных вопросов. В частности, мы проговорим обязательно, что такое личные границы, как они проявляются в семье, для чего они нужны нам в жизни. Мы обсудим также виды личных границ, варианты проявления, здоровые и нездоровые. Обсудим также, как родители, прошу прощения, как родители нарушают личные границы детей, как дети нарушают личные границы родителей. И, конечно, поговорим об экологичных способах установления личных границ. Пока мы начинаем, я прошу вас, дорогие участники, кто сейчас уже подошел к началу и в ближайший час планирует посвятить теме личных границ, написать, что вы подразумеваете, что вы понимаете под личными границами, что это такое для вас. Удается ли вам устанавливать свои личные границы? Все ли хорошо с вашими личными границами в отношениях с вашими детьми, близкими и далекими, с коллегами, друзьями и вообще с миром? С кем сложнее всего вам выстраивать личные границы? Да? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, и мы перейдем к тому, что будем познавать эту тему. И в частности, сегодня я также вам предложу практическую работу, с нее мы и начнем. Пожалуйста, делитесь своим пониманием данной темы. Я прошу всех участников всегда быть активными в ходе вебинара. Помните золотое правило работы. Кто много делает, кто активен, тот много получает, у того много результата. Поэтому пишите. Я буду понимать, с чем мы должны работать сегодня, что для вас особенно интересно. Вы можете также делиться возрастом ваших детей, если хочется именно сделать упор на отношениях с детьми. Сейчас мы с вами перейдем к практической работе, и это будет такая медитативная работа, медитация. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вы готовы. Что значит готовы? Да? Это значит, вам сейчас в ближайшие минуты-две никто не помешает. Попросите, пожалуйста, своих близких о том, чтобы к вам не заходили, либо не прерывали вас. Да? Отложите какие-то дела, да, если вы что-то еще параллельно делаете, присядьте для того, чтобы 2 минуты уделить своему состоянию, сделать такое вот медитативное небольшое упражнение.
Лариса пишет: меня интересует построение личных границ педагога с учащимися класса. Лариса, поняла ваш запрос. Напишите, пожалуйста, возраст учащихся, да, какой это. Одно дело это дети начального звена школы, другое дело это подростки или старшеклассники. 5 класс. Угу. Хорошо, буду стараться как-то вот в примерах, может быть, на этот возраст делать упор. Итак, поставьте, пожалуйста, плюс, если вы готовы к упражнению. Именно с него мы сегодня будем с вами начинать. Пару минут для практики. Итак, усаживайтесь поудобнее, так, чтобы у вас хорошая была опора за спиной. Бедра расположены тоже устойчиво, удобно. Ноги, стопы поставьте, пожалуйста, на пол и закройте глаза. В ближайшие пару минут вы будете смотреть не вовне, а внутрь себя. Наблюдайте за своим дыханием, сделайте такой осознанный вдох, осознанный выдох с наблюдением за собой внутрь себя, как воздух проходит внутрь вас, как он снова выходит, да, то наполняет, то покидает ваше тело. Найдите в теле участки напряжения, отпустите это напряжение, если оно есть. Пусть тело сейчас будет расслабленным, свободным. Всего пара минут потребуется для того, чтобы посмотреть вглубь себя и поговорить с самой собой. Ваши глаза закрыты. Вы готовы к тому, чтобы увидеть что-то про себя. Итак, предлагаю вам сейчас увидеть свои границы. Какие они? Рассмотрите их хорошо. Из какого материала они сделаны? Какого они размера? Какой формы? Как далеко они от вас расположены? Есть ли в них проходы, двери или окна, может быть? Видно ли вам из этих границ что-то в окружающий мир? Рассмотрите с разных сторон, посмотрите также под ноги, также поднимите голову и посмотрите вверх. Как эти границы взаимодействуют с миром? Изучите их, рассмотрите. Что будет, если к этим границам подойдут другие люди? Смогут ли они подойти к вам? Что нужно, чтобы приблизиться к вам? Как происходит контакт? Легко или есть какие-то условия? Продолжайте рассматривать свои границы, изучать их. И когда будете готовы, возвращайтесь сюда, открывайте глаза. И, пожалуйста, напишите о своем опыте, что вы сейчас увидели. Какими были ваши границы? Возможно, уже сейчас на этом этапе вы совершили какое-то открытие для себя, да, что-то новое узнали.
Я сразу должна сказать о том, что не бывает правильного и неправильного, не бывает там хороших границ, плохих границ. Они такие, какие они есть, и они точно как-то влияют на ваши отношения с людьми, с миром. Сейчас мы будем об этом говорить, мы будем изучать этот вопрос. Ну а пока вот опишите то, что вы увидели. Эти границы, которые вы сейчас представили, ваши уникальные границы. У другого человека они как-то устроены иначе. Границы прозрачные, как оргстекло, Лариса. Угу. То есть вам, как я понимаю, наверное, виден был мир, и вы были видны миру. Какого они размера, может быть, да, имеет значение здесь, как происходит проникновение, есть оно или нет его и так далее. Да, обратите на все это внимание. Итак, давайте обсудим такой вот первоначальный вопрос. Зачем же нам все-таки нужны границы? На физиологическом уровне мудрость нашего тела ясно понимает необходимость ограничений. У каждой нашей клетки, из которой сложено наше тело, есть границы, стенки, отделяющие ее от мира. Любая клетка, теряющая контроль, теряющая границу, очень-очень быстро погибает. Клеточные стенки устанавливают границы, которые позволяют происходить внутренним процессам в клетке. Они также удерживают вне клетки таких токсичных захватчиков, вирусы, бактерии и другие биохимические элементы. В чем смысл? Да? В том, что без границ нет жизни. Однако в клеточных стенках есть небольшие окна, двери в окружающий мир. Эти охраняемые, это охраняемые двери, да, то есть они не постоянно открыты. Если клетка чувствует, что посетитель принесет ей пользу, она открывает свои двери. Если же клетка чувствует, что это токсичное воздействие, то преграждает путь. Ну, если взять даже аналогию вот эту с клетками, да, то что полезным является для клетки? Питательные вещества, кислород и так далее. Да? Клетка без этого просто умрет. То есть она тоже не может быть заперта вот в своей оболочке и не взаимодействовать с миром. Все это очень легко перенести на наши с вами жизненные обстоятельства, на жизнь человека, на нашу коммуникацию. Те же принципы, да, в общем-то, нам подходят. В одной ситуации мы понимаем, что люди, которые нам встречаются, улучшают нашу жизнь, а в другой ситуации люди нам вредят. И важной задачей человека является вовремя закрывать вот эти двери и вовремя ограждать путь тому токсичному, что несет мир, несут окружающие люди. И в отличие от нашего мудрого тела, мы не столь успешно справляемся с этой задачей зачастую. Да? То есть нам гораздо сложнее отделять хорошее и плохое в своей жизни. Даже взрослые многие, к сожалению, не научились говорить «нет». Да, вот вчера буквально у меня была консультация с очень взрослой женщиной, уже бабушкой, которая страдает от своего неумения выставить границы, сказать нет тому, что ей не подходит, тому, что ей не нравится. Да? И это, к сожалению, ну, печально, потому что всю жизнь она живет вот по принципу «я всем должна». И себя ставить на последнее место. Безусловно, здесь тема границ первоочередная, да, для проработки. Что такое границы личности? Это то, что отделяет нас от окружающих. Это тонкая, невидимая черта, проведена в нашем понимании и ощущении нас самих как отдельных личностей. Эта черта незрима, эту границу не видно, можно ее только ощутить. По сути, границы – это наше понимание, где наши, где не наши. Что мне подходит, а что мне не подходит.
как со мной можно, а как со мной нельзя. Вот это и есть граница. Еще раз подчеркну, она невидима, она только чувствуется, она уловима на уровне ощущений, на уровне нашего внутреннего диалога с самими собой, да, когда мы говорим, нравится мне это или не нравится. Естественно, границы нашей личности начинают формироваться, как и все прочее, как и многое прочее в младенчестве. Сначала ребенок себя не отделяет от матери, он считает себя частью ее тела, он полагает, что у него и у матери единая психика, и его желания абсолютно совпадают с желаниями матери. Но постепенно с ростом ребенок все больше и больше осознает себя как отдельное существо. Для него действительно становится открытием, что мама, оказывается, не хочет того же, что и он. Например, ребенок, младенчик еще, да, хочет какую-то взять вещь, а мать ему запрещает, нельзя. И ребенок очень удивляется и обижается тому, что вот она не позволяет этого делать. И в эти моменты происходит вот это открытие. Моя психика раздельно, отдельно от материнской психики. Естественно, то же самое происходит с телесными переживаниями, когда ребенок ощущает что-то приятное или неприятное, и в какой-то момент он ловит, что это ощущение только его, да, больше никому оно не свойственно. Или, например, ребенок видит, что родители едят за столом что-то вкусное, а ему не дают, ему нельзя. Да? Здесь он разделяет, что вот у них есть свои границы, у меня есть свои границы, для них одни правила, для меня другие правила. Формирование телесных границ очень связано с детским опытом, прежде всего с опытом физического воздействия на ребенка, в частности, системы наказаний, которая принята в семье. Если регулярно, систематически границы телесные ребенка нарушаются, то это, ну, в частности, там, наказывают физически, там, как-то грубо хватают, швыряют ребенка. Конечно, это ведет к тому, что и телесные границы, не только психологические границы нарушены, да, образ тела нарушен. Вот. Но можно физически ребенка не трогать, но психологические границы нарушать по полной, да, то есть отказывая ребенку в своем мнении, в своих суждениях, в своем видении и понимании мира и так далее. Да? То есть в неблагополучных ситуациях границы нарушаются очень сильно, и это, к сожалению, откладывает отпечаток на всю жизнь человека. Вообще нам хорошо в мире, где границы нормальные и здоровые. Человек в таком мире легко общается, вступает в отношения, поддерживает отношения, разрывает отношения, переезжает с места на место, находит новую работу и вообще как бы чувствует себя в жизни вольготно. Вот эта ситуация здоровая, когда в мире здоровые границы, и когда у человека здоровые границы. То есть это определенная степень свободы. Мне очень нравится вот такое вот понимание своей свободы, да, и своей, ну, своих границ. И я думаю, что это можно даже взять себе на вооружение вам и говорить своим ученикам и своим детям. Такая вот фраза, она целиком из боевых искусств пришла, да, наверное, или она там прижилась очень хорошо. Звучит это следующим образом. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Посмотрите, пожалуйста, да, вот в этой фразе очень много про личные границы. Согласны вы с этим? Ложится вам эта фраза? Напишите, пожалуйста, вот моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. То есть его границы точно так же нерушимы, и точно так же я обязан их уважать, как я претендую, чтобы уважали мои границы. Как я сохраняю свою свободу и свои границы, так же я отношусь к другому человеку. Здоровые границы, гибкие,
то есть достаточно мобильны, они способны перестраиваться в зависимости от изменяющихся условий среды. Однако они всегда работают на сохранение целостности личности. То есть они позволяют сохранить собственное благополучие, да, не подвергать себя какому-то неприятному, неэкологичному воздействию. Человек со здоровыми границами легко определяет, на каком уровне ему удобно и приятно общаться, на каком уровне вообще хочет он или не хочет общения. Человек со здоровыми границами может сблизиться с людьми, а потом отдалиться от них, если почувствует, что в отношениях что-то не так. Да? То есть он не зависит от отношений, он свободен, выбирает всегда как бы, свой интерес и свою безопасность некую. Выделяют несколько типов личных границ. Давайте вот мы их рассмотрим. И вы сможете сейчас через вот такую теорию уже проанализировать, а какие границы свои вы увидели в той медитации, которая была в начале нашей встречи. Итак, первый вид границ – это мягкие границы, так называемые. Это границы, которые тут же сливаются с другими людьми, впитывают чужое. Такие люди не уверены в себе, у них очень сильная зависимость от другого человека, от другого мнения, да? Очень сильно на них воздействуют, например, какие-то слова критичные, сказанные в их адрес. Какая-то случайная женщина там, прокомментировала что-то во внешности, и человек всю жизнь помнит слова вот этой вот случайной там, женщины или какой-то малозначимой, малозначимого знакомого, еще кого-то. Да? Случайно оброненное слово глупого человека, казалось бы, да, но остается с человеком надолго. Вот это вот мягкие или, так скажем, губчатые границы, да. Жесткие границы, еще один вид границ. Человек с такими границами одинаково во всех ситуациях себя ведет, остается в одних и тех же границах. Нарушители таких границ у человека получают жесткий отпор, то есть человек жестко может выставлять эти границы, вообще перейти их невозможно. С одной стороны, это неплохо, да, то есть, люди не смеют как-то себя неправильно вести с этим человеком. С другой стороны, такой человек с жесткими границами не умеет лавировать в ситуации, недостаточно гибок, недостаточно адаптивен, да, вот только так и никак иначе, и он не может перестроиться, а ведь жизнь многообразна, и поэтому перестраиваться все же нужно. И человек с жесткими границами может действительно испытывать большой дискомфорт в общении, точнее, с ним некомфортно. Что это значит? К примеру, возьмем, давайте такую вот тему. Она у всех в нашей жизни есть. Это тема ходить в гости. Вот раньше, когда, возможно, мы еще росли, да, и там в советском детстве нашем вообще, в деревнях, границы были очень размытыми, с одной стороны. С другой стороны, у каждого дома был забор. Дома без забора не существовало. Забор – это, по сути, тоже вот, метафора границы. То есть, где моя территория, здесь я хозяйствую, да, я четко отделяю себя от другого, от других людей, от других дворов. Но в каких-то семьях было очень принято ходить друг к другу в гости. Друзья, родственники легко ходили друг к другу в гости. И не нужно было звонить, предупреждать, как-то вот не казалось, что если я звоню и говорю, я сейчас тебе приду, это как бы напрашиваться в гости. Это не считалось так. Да? То есть люди легко ходили в гости. Сейчас в некоторых семьях некоторые друзья по-прежнему сохраняют свои границы вот такими. Да? То есть есть люди, я уверена, в вашей жизни, к которым вы можете прийти, и, в общем-то, ничего страшного не случится, если вы сейчас позвоните, ты где, я дома, ага, сейчас я к тебе зайду. Все. Да? Но есть люди, которые выставляют очень жесткие границы. И вот именно к ним вы должны
сообщить заранее, что придете, либо ждать официального приглашения, и к ним не принято заходить в гости, вот, ну, даже по своей инициативе, да. Вот даже на этом примере, как мы ходим в гости, вы уже можете почувствовать, что у разных людей разные границы. Ну и самыми здоровыми границами являются гибкие границы. Да, еще раз напомню, есть мягкие, жесткие и гибкие. Гибкие – это те, которые могут меняться в зависимости от ситуации. То есть поначалу вы можете быть очень открытым человеком и, в общем-то, благожелательно относиться к людям. Но в ситуации, которая вас не устраивает, которая выходит из нормальной для вас, да, то есть не нравится вам что-то, вы можете выставить жесткие границы, и больше с вами так не делают, да, то есть вы не позволяете. Вот это и есть гибкие границы, они более адаптивны, и плюсом их по сравнению с другими границами, да, видами, является, безусловно, вот эта вот способность меняться, видоизменяться под воздействием каких-либо обстоятельств и ситуаций. Как нарушаются личные границы? Люди могут взламывать наши границы, проецируя свою личность на человека. То есть обвиняют человека в своих проблемах. Ты испортил мне жизнь, это все из-за тебя, если бы не ты. Вот каждый раз, когда мы говорим это своим детям или каким-то близким, мы взламываем их границы. Мы взламываем границы других, когда контролируем других людей. Ты больше не должен так поступать, делай так, как я говорю, да, поступай так, не надо мне твое мнение слушать, делай, как тебе сказано, да. В этот момент мы тоже ломаем границы друг друга. Люди нарушают чужие границы, когда дают непрошенные советы. Я бы на твоем месте сделал бы так-то, так-то. Или я же тебе говорил, надо было сделать то-то и то-то. Люди нарушают границы друг друга, когда дают установки, оценки каким-то событиям. Например, они говорят, это полный бред, в твоей идее нет никакого смысла. Или дают оценки внешности и личности. Ты не красавица, ты бездельница, там, да, и так далее. Все это привычное нам, оказывается, является нарушением личных границ. Кроме того, личные границы нарушаются чисто территориально, и обычно это происходит у людей, живущих в одном доме или работающих в одном офисе, например. Да? Мы четко понимаем, что есть люди, которые приходят в офис и говорят, вот моя кружка, она только моя, пожалуйста, никто из нее не пейте. И никто больше не трогает эту кружку. При этом есть какой-нибудь сотрудник, кружка которого вечно теряется, потому что он не выстроил эти границы, да, и, в общем-то, не сообщил никому о том, что трогать это было нельзя. Есть люди, которые там что-то принесли, например, в тот же офис, да, там к чаю, и никто это не смеет брать. Есть люди, которые положили, и как-то все стали есть это, да, и вот как бы общий стол возник, да, то есть это тоже про личные границы. Если мы возьмем пример домашних наших, да, членов нашей семьи, то это касается личных вещей, личной территории, порядка в сумке, в рюкзаке у ребенка, да, когда мама залезает в рюкзак ребенка и начинает там прибираться, выкидывая какие-то, как ей кажется, неважные и ненужные вещи, мусор, мама в этот момент нарушает границу. Классический пример, как родители нарушают границы детей, это чтение дневников, личных переписок и так далее. И, казалось бы, здесь мотив-то родителя, я слежу за его безопасностью, я хочу блага своему ребенку, но способ, которым мы это делаем, совершенно токсичен. Да? Делать так нельзя. Ребенок, даже если не узнает об этом, он все равно ощутит, вот на тонком поле, да, на уровне энергии, что его границы были нарушены. И даже если никогда ситуация не вскроется, он это чувствует. Просто потому, что вы уже пробили его границу. Его граница стала дырявая, дырка от вашего родителя длинного носа, да, к сожалению, и от грубых рук.
которые залезли куда-то на чужую территорию. Точно так же, как мы, родители, не должны нарушать границ своих детей, мы не позволяем им нарушать свои границы. Напишите, пожалуйста, дети ваши или ученики, как нарушают ваши границы, как они влезают в них. Напишите, пожалуйста, поделитесь вашим опытом. Как вторгаются в ваши границы дети? Итак, делитесь, пожалуйста, своим опытом. В обычной жизни люди множество раз вообще разными самыми способами нарушают наши границы, да, могут занимать у нас деньги и не возвращать, брать наши вещи, садиться на наше место, да, то есть если, например, вы на работе, то если вы садитесь в чьё-то кресло, там, к компьютеру, обязательно нужно спросить, могу ли я присесть сюда, и я знаю, что это твое место. Точно так же дома, да, бывает, что у каждого там на кухне есть свое место. И хорошо бы спрашивать у ребенка, когда пришла какая-то тетя, гостья, сказать, можно там тетя Люся здесь посидит и на твоем месте, пока вот ты не кушаешь. Это будет хорошо, это сохранение границ вашего ребенка. Манипуляции также считаются нарушением границ, да, множество других примеров. Сейчас я жду, вот, что вы напишите ваши примеры, как дети, ученики или ваши личные дети, да, нарушают ваши границы. Лариса делится, задают вопросы о моих детях, да. Ну, да, если вам это неприятно, то это, безусловно, нарушение границ. Вот, вы здесь должны сама четко понимать, осознавать меру своей открытости, меру того, что вы расскажете. То есть есть те, кто очень впускает в свою личную жизнь, а есть те, кто очень ограничивает. Например, мы можем это проследить на примерах вот звезд, шоу-бизнеса, там, да, еще что-то. Есть абсолютно открытые те, кто выходит на программы, обсуждает свою личную жизнь, знакомит с каждой своей новой любовницей, женой и так далее, показывает своих детей в тех же там социальных сетях, блоги ведут, да, ребеночек еще не родился, а его уже вот все про него рассказали, он рождается, в первый же день его показывают, то есть все это про личные границы. А есть часть людей, которые совершенно являются такой, знаете, ну, темной лошадкой, да, вообще не рассказывают, не показывают, то есть мы даже не знаем, а есть ли у него жена, есть ли у него дети и так далее. Человек не участвует в каких-то скандалах, каких-то интригах, там и так далее. И здесь каждый определяет меру своей открытости сам. Если вам не нравится, вот что спрашивают о вашей личной жизни, да, тогда здесь вот, конечно, важно поставить ограничения, сообщить о том, что, ну, да, дети есть или детей нет, или даже не говорить что, об этом вообще, попросить не обсуждать личную жизнь в рабочих моментах. Да, все это должно быть у здорового человека, зрелого, это не вызывает обычно вот какой-то там чрезмерной агрессии, просто проговаривается правило. Я на работе про личную жизнь не говорю. Давайте мы сейчас о деле будем говорить с вами. Вот, да, и это звучит просто как правило, как пожелание к общению дальнейшему. Вообще нарушение границ, безусловно, очень сложно ощущается, да, то есть это неприятное переживание, это довольно сильный стресс, особенно когда длительное время регулярно границы нарушаются. Человек может испытывать замешательство, страх, гнев, подавленность, пытается избежать дальнейшего общения. Люди со слабыми границами часто могут чувствовать себя глупыми, неудачниками. Ну вот, в общем, комплекс неприятных ощущений, да, возникает, когда нарушают наши границы.
Кто же чаще всего нарушает границы? Как ни парадоксально, но весьма закономерно, чаще всего нарушают границы люди, сами имеющие слабые нарушенные границы. Чем слабее у человека границы, тем чаще он нападает на границы других. Это происходит не по злобе, а потому что он не осознает, что выходит из зоны своей компетенции, да, то есть он не понимает, где надо остановиться, он не ощущает вот этой черты, потому что у него у самого нарушено ощущение своих границ, он не чувствует чужую границу, он не умеет, да, этого делать. Поэтому когда границы у человека не сформированы, когда они систематически нарушались, этот человек прежде всего вами сейчас вспомнится как нарушитель ваших личных границ. Как выглядят люди с нарушенными границами, слабыми границами, да, что проявляет, ну, как это проявляется в их жизни, в их поведении. Во-первых, такие люди с трудом определяют то, что принадлежит им, а что принадлежит другим людям. Они часто делают что-то, потому что, ну, так делают все, или так делают нормальные люди, так делают там настоящие женщины, настоящие мужчины. Хотя при этом деятельность может им вообще не нравиться, они могут не чувствовать никакой ценности, да, в этой деятельности, ну вот как бы так положено, да. Другими словами, люди со слабыми границами, они редко ходят к себе, они редко прислушиваются вообще к себе-то, а мне-то это как? Мне это нравится или нет? И вот люди, если мы возьмем мать семейства, да, то эта мать семейства может выполнять какую-то функцию годами, при этом не задумываясь, а ей-то самой как в этом. Она просто считает, что так делают хорошие матери, так положено, так надо все терпеть, например, да, или там надо терпеть мужа, надо сохранять семью ради детей, потому что у детей должна быть полная семья. При этом она совершенно не понимает, что ее границы нарушены, ее безопасность, ее целостность постоянно, систематически нарушается, ей плохо в этих отношениях, да? Люди с нарушенными и слабыми границами опасаются показать свое истинное «я». Они стараются быть такими, как их хотят видеть. То есть они постоянно подстраиваются. Вот у них вот такие вот очень губчатые, да, очень такие вот границы, которые впитывают все. Ах, вы ждете, что я буду такая? Хорошо, я буду такая. Люди с слабыми границами испытывают большие сложности в том, чтобы сказать другим «нет». У них огромное чувство вины. Они считают, что сказать «нет» – это значит сделать другому плохо. При этом, и, соответственно, он будет себя чувствовать виноватым, да. Чувство вины – это очень тяжелое, губительное чувство, да, поэтому человек делает все, чтобы вот этого не испытывать, и идет на поводу обстоятельств, уступает кому-то, делает поперек себе. В итоге он удовлетворяет потребности кого-то другого, но не свои. И итогом является ощущение несчастья, ощущение того, что тебя использовали, да, разочарование в людях возникает и так далее. То есть люди, которые не умеют сказать «нет», ну вот, знаете, там нам банки всем, я думаю, что названивают, и вот человек, который не умеет сказать «нет», он вот будет слушать, кивать, а некоторые, я даже знаю такие примеры, берут эти кредиты, выписывают эти кредитные карты, абсолютно не зная, что это такое, просто мотивируя тем, что ну как-то неудобно было, человек потратил на меня столько времени. Это, конечно, вот такой вот крайний вариант, но эти варианты, конечно, встречаются, к сожалению. И вот это люди как раз-таки со слабыми личными границами. Эти люди не на стороне своих интересов стоят, они обслуживают чужие жизни. А если мы с вами обслуживаем чужие жизни, то, простите, кто обслуживать будет нашу жизнь, да? Тогда мы что ждем? Мы ждем, что кто-то будет к нам чрезмерно добр, кто-то будет о нас особенно заботиться. И тогда эти
эти люди, не умеющие сказать «нет», они ждут от других особого отношения. И очень обижаются, что это отношение не наступает, что никто не собирается обслуживать нашу собственную жизнь. Да, у каждого есть его жизнь, и он обслуживает ее жизнь. Поэтому умение говорить «нет» – это очень-очень важное жизненное умение, жизненный навык. Тренируйте, если вам это сложно делать, тренируйтесь вот на звонках из банков. Да? Там люди специально обученные, им говорят «нет» 100-500 раз в день, и, в общем-то, их это не ранит и не травмирует. Потом переносите этот навык на людей более значимых в вашей жизни. Да? Отстаивайте свои интересы, не предавайте сами себя, потому что когда мы не умеем говорить «нет», мы являемся предателями для себя. Продолжим. Люди со слабыми границами полагают, что их счастье и другие чувства зависят от других людей. Да? То есть такие люди ожидают от мира как бы доброго, хорошего отношения. Либо наоборот, они ждут, что мир враждебный, опасный. Такие люди как будто бы зависят от воздействия мира. Вот вспомните ту метафору с клеткой, которая была в начале нашей встречи. Да? Вот клетка тела человеческого. Каждая клетка наша, она уверена в том, что в ней есть все, что нужно для жизни. В общем-то, так и есть. И вот когда мы рождаемся, когда мы растем, зреем, мы такими же являемся личностями. В нас есть весь тот потенциал, который нам нужен. На самом деле мы не сильно зависим от мира окружающего, мы наоборот его формируем, сила внутри нас. Да? Вот люди со слабыми границами, они очень подвержены воздействию из внешнего мира, как плохому, так и хорошему, они зависят от него. Люди со слабыми границами очень сильно доверяют другим, потому что другие лучше знают, и мнение других важнее. Люди со слабыми границами занимаются чужими делами, проблемами, а не своими. У них времени уходит и сил больше на других, чем на себя. Люди со слабыми границами продолжают общаться с людьми, которые им неприятны, которых они не любят, и с теми людьми, которые обращаются с ними плохо. Возьмем такой пример. Ваш начальник обращается с вами грубо, плохо и неуважительно. А вы продолжаете там работать 10 лет, 15, а то бывает и 20. И что это означает? Да? Это говорит о том, что ваши границы нарушены систематически. Начальник, взрослый человек, с которым вас вообще не связывают никакие отношения, кроме деловых, позволяет себе наступать на ваши пятки, стоять на ваших ногах, условно говоря, да, причинять вам неудобства, а вы это терпите и мило улыбаетесь. Да? То есть это четкий показатель того, что у вас нарушены личные границы. Люди со слабыми личными границами испытывают трудности в том, чтобы попросить кого-то о чем-то, в чем они нуждаются. Да? То есть, еще раз подчеркну, это происходит потому, что я сам не такой важный, как остальные. Я могу подвинуться и подвинуть свои границы. Такие люди вкладываются в отношения больше, чем получают от отношений. Да? То есть они как бы очень много дают. Люди со слабыми личными границами не могут дать отпор другим людям. Эти люди могут пользоваться их вещами, их деньгами. Возможно, там, ну, даже бывают такие ситуации, как там любовницы, да, возникают и так далее. И люди со слабыми границами не могут дать отпор. Они не могут постоять за себя, подчиняются желаниям других людей. Не могут высказать свое мнение, открыть свои мысли. Они очень чувствительны к критике, такие люди. Часто испытывают гнев, который не проявляют, да, вообще сложности с проявлением эмоций своих. Они не могут их выпустить, они как бы говорят, что ну что же я тут буду кричать и топать, это как-то некрасиво. Это нарушает границы других людей, но в этот момент они позволяют нарушить свои границы. Посмотрите, пожалуйста, да, какие вот интересные эффекты дает нам вот просто тема нарушенных границ. Да, люди со слабыми
границами выстраивают отношения ну, определенным образом. Вообще, если мы будем говорить о границах, то, безусловно, здесь тема гнева, агрессии является ключевой. В принципе, любое государство выстраивает границы для того, чтобы дать отпор тем, кто посягает на эти границы, на вот эту территорию. Да? То есть в основе выставления границ лежит такая эмоция, ну, которая, ну, или состояние, да, которое называется агрессия, гнев, злость. Да? То есть в основе границы эволюционно лежит агрессия. Напишите, пожалуйста, как вам вот эта идея, согласны вы с ней или нет. Нам надо иметь определенный запас агрессии для того, чтобы обеспечивать целостность и безопасность своих границ и территории. Мы должны злиться, не подавляя свою злость, не пряча свой гнев, да, а проявляя его. Именно ощущение силы в нас позволяет другим не нарушать границы наши. Точно так же, как вот государства это делают. Ну, мы знаем, например, там, да, что у многих государств есть там всякие секретные оружия, бомбы и так далее. И это не ведет к тому, что это оружие начинает быть использованным. Это ведет к тому, что суверенитет этого государства соблюдается сильнее, чем, например, суверенитет государства, который не имеет вот этого оружия. Да, иногда необходимо показывать зубы, Лариса, да. То есть запомните, что в основе выстраивания личных границ лежит нормальная, здоровая агрессия. Та, которая подчиняется вот этому правилу. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. То есть я свою границу буду отстаивать, и если что, покажу зубы. А к тебе я не подхожу, потому что я знаю, что у тебя тоже есть зубы, да, и я как бы не нарушаю эти границы, я соблюдаю вот эти правила. То есть это норма. Не нужно бояться показать свой характер, свое мнение, отстаивать и так далее. Чаще всего люди со слабыми границами, к сожалению, вот этого боятся. Они сидят и кивают, соглашаясь с тем, что их критикуют, соглашаясь, что кто-то попирает их права, обесценивает их мнение и так далее. Для того, чтобы научить ребенка уважать личные границы других людей, ребенка нужно научить ставить себя на его место, да, и рассказать ребенку о вот этих правилах, что если ты не хочешь, чтобы нарушали твои правила, ты прежде всего должен научиться соблюдать чужие правила. Например, если тебе, ну, возьмем самых маленьких детей, они делят какую-то игрушку, и мы говорим ребенку: ну, ты спроси, пожалуйста, можно ли взять эту игрушку. Ребенок приходит и говорит: нет, он мне не разрешил, я пойду возьму сам. Нет, ты не можешь это сделать, потому что это его игрушка, и он хозяин. Да? Точно так же мы не должны позволять своему ребенку отдавать все подряд. Есть такие мамы, которые, знаете, вот в песочнице сидят, делят дети игрушки. Да? Мама говорит: ну что ты такой жадный, не даешь? Он имеет право не делиться своей игрушкой. Он имеет право сказать нет ребенку и не испытывать при этом чувство вины. При этом он поймет потом, что для того, чтобы с ним делились, ему придется тоже что-то отдавать. Да? Но вот это и есть уважение к личным границам. То есть для того, чтобы ребенок с возрастом научился уважать личные границы других людей, он должен прежде всего почувствовать, что и у него есть личные границы, и он имеет право их отстаивать. К какому возрасту примерно формируется вот это вот умение ощущать границы других людей, контролировать свое поведение? Где-то к возрасту 6-7 лет, когда формируется произвольность, то есть умение управлять своим поведением.
То есть к школьному возрасту мы полагаем, что большинство детей приходят с этой готовностью. Да? Произвольность – это одна из психических функций, которые должны быть созревшими к этому возрасту, для того, чтобы ребенок хорошо адаптировался и чувствовал себя в школе успешным. Да? Без произвольности, то есть умения управлять собой, ребенок будет испытывать больше сложностей при школьном обучении. Часть детей приходит с незрелой произвольностью, и к 8-9 годам она дозревает. Чаще всего это мальчики. Так вот, умение себя контролировать – важнейшее такое условие для того, чтобы ребенок начинал понимать, какие границы есть. К примеру, в школе какие-то границы. Нельзя бегать на перемене, по школьным коридорам бегать нельзя. Есть часть детей, которые не могут не бегать. Да? В общем-то, с одной стороны, это является абсолютно возрастной нормой, с другой стороны, есть некое правило, да, что хотя бы не бегай при учительнице. Да? Вот. То есть надо себя сдержать. Нельзя вскакивать, вскрикивать посреди урока, надо себя сдержать. Это тоже про личные границы. Да? Когда дети входят в класс, учитель так или иначе выстраивает свои границы. Поэтому, уважаемые педагоги, вы прекрасно, и все остальные, все мы учились в школе, мы понимаем, что на уроках один и тот же класс, одни и те же дети ведут себя у разных предметников по-разному. У одних учителей тишина на уроке, полнейшая включенность у детей, а у других бедлам, отсутствие всяческой дисциплины и послушания. Да? Это про личные границы. Это про то, что педагог не выстраивает правила взаимодействия. Еще раз подчеркну, что дети школьного возраста чаще всего способны четко понимать, где какие границы. И если они определенные, четкие, понятные, то дети могут себя в них соблюдать эти границы. Если же педагог не задает эти границы, то дети, естественно, ищут, где конец. Да? Как действует ребенок вообще в ситуации исследования границ? Итак, предположим, у нас есть дети, наши личные дети, либо наши ученики. Происходит некий процесс взаимодействия. В этом процессе неминуемо происходят какие-то несогласия, какие-то сложности. Дети очень чутко смотрят на наши границы, что мы делаем, да, как мы реагируем. Вот ребенок выкрикнул посреди урока, или вот ребенок грубо ответил родителю. Как среагировал родитель? Как среагировал учитель в это время? Если нежелательное поведение пресекается последовательно, всегда одна и та же реакция действует, да, то тогда ребенок как бы нащупал край границы. Он понимает, что хуже себя уже вести нельзя, даже вот это делать нельзя уже, да. Но если взрослый вел себя непоследовательно, то есть он то туда, то сюда, то можно выкрикивать посреди урока, или то можно грубить родителю, то жесткая реакция, то тогда ребенок как бы не может нащупать край границы. Он интуитивно ищет, куда он упрется. Да? То есть это знаете, как вы выпускаете ребенка во двор. И представьте, что этот двор огорожен. Да? Ребенок дошел до забора, он понял, где граница, он туда не выйдет, он там пошкрябался, поискал, но там нет выхода. И он теперь спокойно гуляет в этой ограниченной территории. Он понял, он познал границы. Точно так же вы ходите по торговому центру, например, там есть магазины с разной ценовой политикой. Я уверена, что большинство из вас какие-то магазины вообще ни разу не заходили, которые вы почему-то посчитали, что они вам не по карману, или наоборот, они слишком дешевы для вас, и вы не хотите туда заходить. Да? То есть вы как-то ощупали территорию, вы как-то ограничили ее для себя, и вы соблюдаете эти границы. Нам очень нужны границы. Еще раз, да, приведу пример с этой клеткой. Если не будет этой клеточной стенки, то, в общем-то, от клетки скоро ничего не останется, да, она разрушится. Поэтому нам нужна форма, в которой мы себя заключаем. Точно так же дети, которые поняли, что где-то там нет границы четко обозначенной, они начинают искать, а где же конец у этой границы, где где будет ограничение.
И они начинают вас продавливать, условно говоря. Они начинают проверять, они начинают исследовать, экспериментировать. А что будет, если я сделаю так? Это все не специально делается. Иногда, да, у детей постарше, да, это делается специально, провокация некая. Но чаще всего это происходит вообще подсознательно. Ребенок начинает исследовать вашу границу. Он ждет, что его где-то ограничат. Он ждет, что где-то будет правило, оно прозвучит. Но очень часто оно даже не звучит. Да? И мы говорим, взрослые, что я не знаю, что делать с этими детьми, они ничего не слышат, они ни на что не реагируют. Это очень часто запрос у психолога в школе, например. Я, так как работала в школе, понимаю прекрасно запрос некоторых учителей на то, что нет никакой дисциплины, что мне делать. А дело в границах этого педагога. Точно так же в границах родителя. Есть родители, которые совершенно потеряли контроль над детьми. Дети делают, что хотят. Тоже здесь, безусловно, тема границ. Границы бывают очень жесткие у родителей в том числе. Есть очень авторитарные родители, которые не дают ребенку проявлять мнение, высказывать свои суждения, самому определять обстоятельства своей жизни, делать выбор, общаться с кем-то, не общаться, выбирать профессию, формировать свои интересы и так далее. Да? Все это тоже нарушение границ. То есть есть вот такая крайняя форма, это мягкие границы, которые невозможно ощупать, которые как бы ускользают из-под рук. Есть жесткие границы родительские или педагогические, где все должны ходить по протаренной дорожке, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Это тоже нездоровая ситуация. Такой ребенок будет демонстрировать вам протестное поведение, будет расширять границы, будет обманывать, юлить, избегать столкновения с этими вашими требованиями и так далее. Да, то есть у нас, безусловно, не должно быть равенства между взрослыми и ребенком. Да? У нас есть неравенство. Взрослый – это тот, кто формирует пространство, это тот, кто выставляет правила. Но устанавливая границы, мы должны обязательно опираться на самого ребенка, на его возраст, на его потребности, на его желания. Мы это, безусловно, должны учитывать. Итак, вы можете сейчас писать вопросы свои, может быть, какие-то ситуации, да, я сейчас расскажу о том, как экологично, как здорово проявлять свои границы, выставлять их, да, как мы можем формировать свои границы здоровыми, экологичными способами. Итак, первый, самый простой способ, но при этом он же самый сложный, это при помощи речи выразить то, что мы хотим, то, во что мы верим, то, что является нашей идеей, нашим убеждением. Очень часто именно это простое действие не производится, не происходит. Да? То есть хорошо, когда вы как педагог или как родитель открыто говорите о своем правиле. Да? То есть вы рассказываете детям, что на моих уроках можно делать то и то. На моих уроках нельзя делать вот того-то. Я приветствую, когда так, и я запрещаю делать то-то. Если будет такое-то, такое-то, будут такие-то последствия, приятные или неприятные. Вот это вот обозначение границ – это очень-очень правильно. Это обязательно нужно делать и с детьми, и со взрослыми. Это здоровый, мудрый, зрелый способ. Когда я начинаю свою группу какую-то терапевтическую, да, у меня бывает очень много людей, я бывает выступаю на аудитории более 100 человек, я всегда обозначаю границы. Я говорю о том, что наша встреча продлится столько-то, столько-то. Мы будем делать то, то и то. На моей встрече можно делать то-то и то-то. И действует правило такое-то. Всем понятно, все согласны. Вот это и есть обозначение границы. Обозначаем границы мы в том числе и при помощи сообщения правды о себе. Если вы обманываете, если вы делаете не то, что вам свойственно, показываете себя не так, каким вы человеком являетесь, то вы обозначаете границы не в том месте. Ложь обозначает ваши границы не там, где они есть на самом деле. Да? То есть
люди могут даже чувствовать вот эту подмену. Она как будто бы вот сказала, но как-то вот не похоже на правду, да, что-то не то тут, да, то есть люди очень чутки в этом отношении. Поэтому мы должны сообщать правду о себе. Это выставляет наши адекватные границы. Еще одним способом мы проявляем свои границы перед другими людьми, это при помощи последовательности. Сказал, сделал. Да? Как родители мы не должны, например, сообщать ребенку какие-то правила, требования и наказывать его каким-то способом, который мы не сможем, например, выполнить. К примеру, там, закончишь плохо четверть, не поедешь с нами отдыхать, а билеты уже куплены, лежат на полке, ребенок это знает. Да? То есть, вот это, конечно, непоследовательность, граница здесь не выставляется. Это нарушение. Мы проявляем свои границы при помощи установления эмоциональной дистанции. Если человек нарушает ваши границы, если вам неприятно взаимодействие или какое-то поведение человека по отношению к вам, то разумно здесь и адекватно отстраниться от близкого общения с этим человеком, от вовлеченности в его дела. Вы больше не участвуете в его делах, вы не проявляете такой близости с ним, вы дистанцируетесь эмоционально, и это здоровая реакция. Да? То есть здесь может возникать у людей чувство вины, и с этим надо отдельно работать, да, с психологом, пожалуйста, работайте для того, чтобы вы не испытывали здесь этого чувства вины, потому что это нормально. Раз мне что-то не нравится, я с этим не взаимодействую. Мы все имеем право на то, чтобы в нашей жизни было только то, что нам нравится. Только те люди, которые нам приятны. Нам вообще нет никакой необходимости общаться с неприятными нам людьми. Вообще. Еще один способ, как устанавливать границы, это сообщать временные рамки вашего общения. Вы сами решаете, сколько, когда и с кем общаться. К примеру, если вы учитель, и беретесь помочь слабому ученику или проводите консультацию, вы четко обозначаете: у меня для тебя есть полчаса, я могу с тобой поработать 15 минут, или мы с тобой встретимся 2 раза и так далее. Да? Не должно быть такого, что вы раздуваете эти встречи или уделяете другим людям больше времени, чем у вас есть. К примеру, вы встретили кого-то, вы опаздываете, а человек все говорит и говорит, да? Это вы позволяете нарушать свои личные границы. Нужно тут сказать: простите, но вот у меня сейчас уже нет времени, давайте как-то в другой раз. А лучше еще обозначить: вы мне можете позвонить на следующей неделе, в понедельник до 12 дня я смогу с вами побеседовать, например. Да? Вы также определяете время, когда вы читаете сообщения в социальных сетях от ваших родителей, например, детей вашего класса, от ваших клиентов и так далее. Да? То есть вы сами это определяете. Тем самым вы выставляете здоровые границы. И в заключение я хочу дать вам одну весьма действенную технику для оздоровления личных границ. Это такая аффирмация, да, слова, которые вы можете сейчас записать за мной что-то и говорить себе, если вы обнаружили, что у вас трудности с границами. Итак, звучит это примерно так. Можно самой себе это говорить или в тех ситуациях, когда вам необходимо выставить границы. Я – это я, а ты – это ты. Я пришла в этот мир не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, а ты не для того, чтобы соответствовать моим. Я делаю свое дело, а ты делаешь свое. Если нам удалось встретиться, то это большая удача. А если нет, то этому нельзя помочь. Вот такие слова, разделяющие нас с другими людьми, помогают нам сохранять свои границы, делать их целостными, сохранять себя в хорошем самочувствии, в здоровом состоянии. Ну что, наша встреча с вами подходит к концу. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста. Напоминаю о том, что вы можете обратиться по телефонам, указанным на экране, за консультацией, в том числе и ко мне, и к другим специалистам.
До новых встреч. Впереди новые темы. Спасибо вам за время, которое вы уделили, и за внимание. До свидания. Хорошего вам дня.